рождения. О принятых законах и соответствии международным демократическим принципам на заседаниях ОБСЕ и ООН. Но на самом деле в нашей стране работает верховенство закона, но не верховенство права. Поэтому незаконные аресты, пытки, насильственные исчезновения, политически мотивированные судебные процессы являются нормой в Туркменистане. Согласно законодательству страны, человек, пропавший по неизвестным причинам, должен разыскиваться правоохранительными органами, а если он пропал из мест заключения, то государство должно дать четкий ответ, что с ним случилось. Но на практике с 2002 года по настоящее время так и неизвестна судьба более 100 человек, участвовавших в так называемом покушении на Ниязова, в том числе судьба бывшего министра иностранных дел Бориса Шахмурадова и его брата Константина. Также неизвестна судьба ряда руководителей, которых после отстранения от должности взяли под стражу, и после этого никто, включая их семьи, не имеет о них никакой информации. Эта практика продолжается по сей день. Фактически за насильственное исчезновение должен нести ответственность руководитель страны, то есть президент, ведь именно он является гарантом Конституции, а следовательно он отвечает за соблюдение законодательства в стране. В стране возобновилась практика досудебного осуждения по уголовным делам. То есть чиновников, прокуроров и судей, отстраненных от должности, приводят на заседание правительства уже лысыми в наручниках, они дают там признательные показания и их признают виновными до проведения судебного заседания. Согласно Конституции страны, граждане имеют право на свободу передвижения. Однако на практике огромное число граждан находится в списке невыездных лиц. Люди, уже покинувшие Туркменистан, не могут вернуться в страну, опасаясь, что после этого они не смогут ее покинуть. В качестве рекомендаций мы бы хотели сказать, что необходимо прекратить практику насильственных исчезновений, прекратить создавать видимость соблюдения закона, дать возможность проведению честных судебных процессов, прекратить незаконные аресты и пытки с целью получения признательных показаний, допустить международные комиссии в тюрьмы страны, особенно в концлагере Авадан-ДП, прекратить практику умалчивания правды о судьбах уже пропавших людей и прекратить практику ограничения на выезд граждан из Туркменистана.